На этих кадрах не видно следов архивной блеклости. Еще свежи в памяти запечатленные в них эпизоды, воспринимавшиеся до недавнего времени как нечто альбомное. Но сегодня, когда среди нас нет этого выдающегося человека, ученого и политика, чья судьба сложилась драматически, все, что связано с его личной жизнью, приобретает особую значимость. Знакомый добрый взгляд, привычный громкий смех, знакомые жесты. И такое обманчивое чувство, словно мы видели и слышали живого Воронова вчера. И еще одна характерная деталь. Запечатлено все это на фоне цибельдинской природы, о которой он мог упоен рассказывать часами с неподражаемым красноречием. Щемящей болью пульсирует в каждом из нас чувство вины за его гибель, за то, что мы не смогли уберечь его. Когда думаешь о нем, невольно приходят на память слова поэта, как нельзя лучше выражающие достоинство и величие таких незаурядных личностей. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Поэтому вполне естественно и то, что о масштабности и перспективности его мыслей и идей мы начинаем осознавать глубже уже сейчас, после его смерти. И в конечном итоге и война в Абхазии, и война в Карабахе, и война на Памире, понимаете ли, и война в Приднестровье, и война на Балканах – это все страницы одной большой книги, которая называется сегодня вот либо Третья мировая война, которая ведется, понимаете, либо, так сказать, вот эта вот горная система, значит, как сейчас говорят, значит, это самое полумесяц, вот этот самый нестабильности, полукруг нестабильности от Памира до Балкан, это одно и то же. Поэтому, естественно, всюду одинаково. Это горные системы, они раньше реагируют на какие-то негативные изменения в экономике, так сказать, и в политике на равнинах. И здесь начались бои дальше. Просто это может закончиться тем, что с гор это все сползет, вот как сейчас сползает с гор, естественно, вот вплоть уже до Буденновска и дальше. То же самое, значит, и в зоне Памира происходит, и то же самое может произойти и на Балканах. С Балкан это просто, как это было в 14-м, там, и в 39-м и прочее, с Балкан это сползет на центральноевропейскую равнину, и там будут происходить эти самые неприятности, если вовремя европейское сообщество и вот мировое сообщество не поймет, что теми методами, которыми они делят сегодня мир, эти методы приведут их самих в могилу, потому что поднявший меч от меча и погибнет. В многоточиях и прочерках, оставленных в рукописях, над которыми корпел годами Юрий Николаевич, в заметках, напоминающих стенографическую запись, зашифрована своеобразная динамика мыслей и идей ученого, непрерывность его плодотворного научного поиска. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Своим прозорливым умом, большой работоспособностью и самопожертвованием Юрий Николаевич воплощал в жизнь этот общечеловеческий смысл пастернаковских программных строк. Но о богатом внутреннем мире, сокровенных мыслях и переживаниях ученого знают лучше те, кто долгие годы бок о бок работал с ним, постигая тайны древних цивилизаций, проводя совместные археологические изыскания. Мы с ним работали очень долго, можно сказать, 15 лет. И, безусловно, значит, очень интересно знать, каков он в поле. Ну, многие знают, что он большой ученый, выдающийся,
политический деятель тоже известный. Но мало кто знает, каков он именно там, где рождаются его вот эти интересные злободневные научные статьи и книги, которые вы читали, о которых вы знаете. Мы вели раскопки в исторической Апсиле, в селе, в горном абхазском селе Цибильда. И вот в горной части, в районе Цибильды, есть крепость Цибилиум, да? Цибилиум, Цабал по-абхазски. Место это чрезвычайно укрепленное, и местные жители называют эту крепость Цибилой. Так об этом говорит византийский историк Прокопий. Вели мы раскопки крепости Цибилиум, могильника и вообще всего комплекса. Туда входили и церкви. Также вели раскопки рядом с имением Ясочка, вороновским имением Ясочка. Есть крепость Рогатория, которая тоже упоминается, но, правда, у другого историка Агафия. Но местный житель называет ее Шапкой. Это тоже историко-архитектурный комплекс. И он расположен в 2 километрах от имения Вороновых Ясочка, а Цибилиум в 6 километрах. И вот Юрий Николаевич, он обычно курсировал. Было 2 отряда, одним из которых я руководил. Вот. И он всегда курсировал. И он, причем подмечая, что, значит, археолога, как и волка, кормят ноги. Но это, конечно, он шутил. Но вот он, это и говорит о том, что он очень заботился о нас, интересовался, как мы питаемся, какие у нас открытия. И вот он такой был очень неспокойный в этом плане. Что же сказать о нем, как вот о работнике в поле? Он, во-первых, был неистов в работе, трудолюбивый. И даже сам он брал лопату и кирку и работал. И бывали такие случаи, когда к нам приезжала комиссия, а к нам почему-то и из Тбилиси, и из Сухума, к нам почему-то часто приезжала комиссия, проверяла нас. И однажды приехали и спрашивают, а где же Воронов? А им говорят, а Воронов вот внизу копает. И они удивились, когда увидели Воронова, удивились, как это начальник экспедиции, значит, копает. И тут это очень тоже интересный факт. Потом, значит, препарировали всегда он, и вот я, Коля Шинкава. Ну, вот это самая интересная пора была, потому что сидишь спокойно и препарируешь. Он мог отпрепарировать в день до 5 захоронений. Но для сравнения я могу сказать, что лично я только 3 могу. Вот он очень... Потом все это нужно было зафиксировать, зарисовать. Вот место находки, паспорт, это все, погребение сфотографировать. Все это не так просто. Мы удивлялись, что Юрий Николаевич знает, что будет внизу. Вот он говорит, что здесь будет стенка, и дальше пошел ход, и дальше все. Там еще 5-7 метров земли, да, и он уже знает, где и как. Он по каким-то ему только одному ведомым черточкам земли знал, где захоронение, где могильник, где крепость, где храм. Моментами подсознательно, да? Подсознательно. Бывало, вот здесь, говорит, копните-ка 1,5 метра, копаем, рабочие. Ну, я часто привлекался к этому делу добровольно. И действительно находили погребения, богатые погребения людей, похороненных в VI веке. Один из рабочих говорит, Юрий Николаевич, где начинать раскопки? Юрий Николаевич говорит, вот здесь, вот в этом месте, кстати, вот в этом месте. Первая же мотыга киркой, значит, в землю, отломил камень, из-под него падает кувшин и высыпается 106 серебряных монет тысячелетней давности. Арабские диргемы, или драхмы, как их называли, тысячелетней давности, в X веке отпечатаны были в Тбилисском халифате. То есть тогда Грузии не было. Я представляю, какой у вас был восторг. Конечно, да. Всех, я уже различные фоны, красные, белые, синие, все это снималось на цвет, на черно-белую пленку. Это вот первый день, первый час, первые минуты раскопок на крепости ознаменовали собой вот такой клад. Я, как вам говорил, он сам работал.
значит, он рисовал, препарировал. А потом, когда мы заканчивали работу, однажды даже он пробил просеку, мы еще смеялись, это просека Воронова, от одного холма на другой, на которых находилась вся крепость, и чтобы туристам было и вообще людям удобно было идти с одного холма на другой, он пробил просеку примерно метров около 50 с топором. И был очень довольный. Вот такая вот, столько у него энергии. Это все не все так просто. Еще вот интересные вещи бывали во время раскопок. Ну, может, это какие-то совпадения, но во всяком случае нам было от этого как-то даже улыбку вызывало. Был, например, такой случай. Был год женщины. И вдруг почему-то, или нам так хотелось, вдруг пошли у нас в основном женские захоронения. А следующий раз, или до этого, сейчас точно не помню, был год ребенка. А дети вообще очень редкая находка в археологии Абхазии. Тут у нас вдруг оказалось 7 захоронений. Причем одно интересное было. Была похоронена мать, а рядом с ней поломанная амфора. И в этой поломанной амфоре была 7-летняя девушка. Юра бережно ее, очень бережно ее раскапывал. После того, как все это доставалось, вот этот материал, он, значит, проходил обработку уже на базе. Все это надо было помыть. На это шло около недели, может даже и больше, в зависимости от количества материала. Потом все склеивалось руками Юрия Николаевича, мы ему помогали тоже. На это тоже уходило примерно дней 10. И лишь потом он садился и рисовал. А рисовал он сам. Это очень важно для археолога. Делал зарисовки. Причем он так составлял таблицы и очень умело, что даже когда вот вышла его археологическая карта Абхазии в 1969 году и попала академику Рыбакову, он очень хвалил таблицы, сделанные Юрием Николаевичем, рукой Юрия Николаевича, по их информативности и насыщенности. И даже советовал, что вот эти многотомники археологии СССР, детища Рыбакова, которые будут выходить в Москве, они уже более десятка вышло, и он говорил, что нужно брать пример, и если мы обратим внимание на таблицы в этой археологии СССР, то увидим, что они напоминают таблицы Юрия Николаевича по своей насыщенности и информативности. Несмотря на свою постоянную занятость научными и общественными и государственными делами, Юрий Николаевич всегда старался вырваться из города и хоть ненадолго вернуться к своим пенатам, к родному очагу. Самые теплые воспоминания Юрия Николаевича о своих родителях были связаны с знаменитым местечком Ясочка в горном селе Цабал, где находится усадьба видного революционера, шестидесятника, ученого, журналиста и педагога Николая Ильича Воронова. Николай Ильич был первым, кто, уехав в Лондон в 1862 году, установил связь с Герценом и Огаревым и, получив от Лондонского революционного центра особое задание, доставляет из Лондона на Кавказ колокол и другую нелегальную литературу. Много и больно допекала меня жизнь, устраивая мне всякого рода неприятности. Но я оставался неисправим. Ни выгода, ни корысть руководят мною в том или ином поступке, а нравится или не нравится моему нравственному чувству тот или другой шаг в жизни. Нравится? Я его делаю. Эти слова адресовались Александре Константиновне Прогульбицкой, будущей жене Николая Ильича. Она станет надежным другом, единомышленником. И в ссылке на Кавказе он находится в центре общественной и культурной жизни. Ведет переписку с прогрессивными деятелями. Учительствует, участвует в создании национальных букварей на основе русского алфавита. Организует первую перепись горского населения Кавказа. Этот дом стал отправной точкой, из которой просветительские идеи разошлись не только по территории Кавказа, но и России. Именно сюда, в этот дом, потянулись нити революционных связей. Шло время, шла жизнь. У Николая Ильича и Александры Константиновны появились дети. Ольга, Юрий,
Людмила. Наступал 20 век. Вот еще одна фотография из семейного архива. Младшая дочь, Людмила. Она выбрала в себя все лучшее, что дали ей отец, мать, брат и сестры. Сохранилась большая семейная переписка. И, пожалуй, самое ценное – ее дневник. «Боль моя, Абхазия». Так была названа книжка, вобравшая в себя статьи, выступления, актуальные интервью Юрия Воронова. Брошюра издана Ассоциацией интеллигенции Абхазии незадолго до его гибели и воспринимается она как своеобразное кредо ученого, политика, публициста. В ней раскрывается еще одна грань недюжинного таланта Воронова, умевшего мужественно и последовательно отстаивать свою позицию, разоблачая фальсификаторов истории со свойственной его манере сарказмом, ярко выраженной полемичностью тона. Общественность нашей республики хорошо помнит, какое смятение в стане врагов Абхазии вызвали пространные публикации «Ответ академику Беридзе», «Абхазский синдром», «Ядовитые уроки госпожи Марьям», вышедшие из-под пера Юрия Воронова после трагических событий 1989 года. С непоколебимой верой в победу здравого смысла продолжал он свою энергичную деятельность во время войны, когда грузинские агрессоры осуществляли геноцид народа Абхазии. В этих условиях нельзя не выжить, нельзя не победить, нельзя не дождаться мира, а он придет, обязательно придет на благословенную землю Апсны, как только уляжется тина, поднятая очередным переделом мира, писал Юрий Николаевич в экспресс-очерке «Абхазы. Кто они?», изданной в самый разгар войны. И в заключительной части Белой книги Абхазии, ставшей подлинным обвинительным актом против кровавого режима Шеварднадзе, слова Юрия Воронова, защитника прав человека, звучали как предостережение. Цивилизованное общество невозможно без усвоения фундаментальных заповедей «возлюби ближнего своего, не убий». А потому любое нарушение прав человека должно быть наказано не только через суд, но и через отталкивающую память, поскольку любые ущемления достоинства личности на фоне отказа государства от ее защиты приобретают угрозы для всего человечества. Чуть ли не каждое выступление Юрия Воронова в прессе становилось фактом общественно-политической жизни и носило событийный характер. Оставили заметный след в истории его публичные выступления послевоенного периода, когда Абхазия оказалась в водовороте не менее сложных событий и политических перипетий. Нет необходимости комментировать телевизионные выступления Воронова. Следует лишь условно обозначить их хронологическую последовательность. Обсуждалось ли участие Республик Северного Кавказа в конфликте? Ну, конечно, обсуждалось. Первоначально в первом варианте этого документа содержалось осуждение как недопустимые действия незаконных вооруженных и полувоенных формирований и так далее со стороны Северного Кавказа. По настоянию Владислава Григорьевича, нашей депутации, это осуждение было вычеркнуто. Оно не отражает ни наше настроение, и нельзя, так сказать, осуждать людей за то, что они
они пришли добровольно помочь своим родственникам, друзьям и так далее в той беде, в которую они попали. И мы настояли на этом, и значит, убедили, что нужно изъять это осуждение из программного документа в адрес тех людей, которые пришли помочь Абхазии. На прошлой неделе председатель Совета Федерации России Владимир Шумейко обратился с просьбой к президенту России Борису Ельцину о выводе российских миротворческих войск с территории Абхазии. Мотивируя это якобы непониманием роли этих войск со стороны руководства этой республики. В чем конкретно выражается это непонимание и для чего это нужно российскому руководству? На этот вопрос отвечает нам сегодня Юрий Воронов, вице-премьер Кабинета министров Республики Абхазия. Если говорить о непонимании, то непонимание вызвало как раз это выступление господина Шумейко, поскольку уж кто-кто, а правительство Абхазии многократно заявляло о том и свое отношение к присутствию миротворческих российских сил в Абхазии как главному средству стабилизации ситуации в этом регионе. Но для чего это было сделано? Я думаю, что это было сделано для того, чтобы отвлечь от каких-то других событий, переключить снова внимание на Абхазию. С одной стороны, от событий, которые, вероятно, должны быть где-то в других регионах Северного Кавказа, вероятно, в Чечне в первую очередь. Ну и, во-вторых, конечно, может быть, под этим вдруг выгорит, вдруг удастся вывести российские войска все-таки из Абхазии. В этом случае можно будет позволить Шеварднадзе каким-то образом снова возобновить военные действия на этой территории и тем самым снова возобновить этот очаг противостояния, который, безусловно, выгоден очень многим сторонам, прежде всего врагам России. Да, ну, Юра был очень своеобразный, интересный человек. Познакомился с ним тоже как-то довольно неожиданно. Тогда еще был учеником 8 класса. Это произошло у Льва Николаевича Соловьева, известного археолога. Юра был его учеником уже достаточно долгое время, когда состоялась эта наша первая встреча. Я только делал первые шаги тогда в археологии. В принципе, если так говорить, то все мы вышли из археологии. Очень много людей, очень много ребят, которые именно вот с археологией связали свою судьбу. И занимался Юра, в принципе, вот не только цибельдой, о которой в последнее время очень много пишут и говорят. Это родина его предков, родина самого Юры, где Юра, в общем-то, начинал свою дорогу, свои первые шаги в науку. И так получилось, что, в общем-то, оказался и связанным с большой политикой. И мне кажется, как историк, как археолог, он лучше кого бы то ни было понимал, что происходит сейчас, что нас ожидает в будущем. Потому что он слишком хорошо знал наше прошлое, слишком хорошо знал как раз вот этот регион, я имею в виду Цибельду, Кадорское ущелье, где происходили в древние времена очень интересные политические события. Ну, Юра, в принципе, он занимался, я опять хочу сказать, что вот не только Цибельдой, Юра занимался буквально всем. От палеолита, от древнекаменного века до, как говорится, до главлита. Потому что приходилось все издавать, приходилось все пробивать. А это было очень трудно делать, особенно... Цензура везде. Была цензура, и цензура по отношению именно к нему, она как бы вдвойне и втройне присутствовала. И здесь я, конечно, не могу не отметить Вианора Панджича Пачули, который очень много сделал для того, чтобы Юра стал Юрой, чтобы талант Юры раскрылся именно здесь, в Абхазии. В принципе, он в России, в любом другом месте мира, он нашел бы достойное место, как археолог, как ученый. Такого кавказоведа-археолога, это можно смело говорить, сегодня, в общем-то, на Кавказе и в пределах бывшего СССР такого уровня, конечно, ученого нет сегодня, как был Юра. Но я хочу сказать о том, что Вианор Панджич Пачули, он очень многое сделал
Он, во-первых, трудоустроил Юру после окончания Ленинградского университета. Юра работал тогда. Был такой институт по туризму. Всесоюзный институт по туризму. Вот в Сухуми директором был Вианор Пачуля. И несмотря на некоторые протесты, кое-кто был против тогда, Вианор Панджич взял Юру на работу. Воронов работал в СНИЛКе, да? Да, Воронов начинал, в общем-то, работу там. Это потом уже позднее он перешел в Абхазский институт языка, литературы и истории, куда, в общем-то, его уже принял Георгий Алексеевич Дзицария. Но тогда произошли очень интересные события. Я вспоминаю, что вот в лаборатории по туризму, в этом институте по туризму, ну, была такая довольно-таки тоже интересная атмосфера. Очень много шутили, очень много смеялись. Юра по натуре был, ну, человеком с большим юмором, открытый. О нем можно было сразу судить, если человек однажды слышал его смех. Был смех и ребенка, и смех и взрослого человека, все вместе. Очень искренний человек был. В этом смехе он, пожалуй, раскрывался более всего. Особенно, когда ребенок начинал дрыгать ногой под столом, там, где о чем-то оживленно рассказывал. Ну и, в общем, примерно такая атмосфера тогда была в этом институте по туризму. А Юра очень уважал, кстати, Вианора Пачуля. Очень уважал. Вианор Панджич, вот как-то тоже забыли, вот в связи с Юрой, сейчас я тоже вспоминаю о нем, это ведь была достопримечательность Сухума, достопримечательность города. Вианор Панджич, Вова, ты хорошо помнишь, он тоже был человеком с юмором, интересным был человеком. Ну, немножко яркая иной раз... Личность. И очень яркая личность, и иной раз просто он, может быть... Ну, не совсем так, в общем, говорил, с некоторым акцентом. И вот я вспоминаю такой момент, Юра очень любил рассказывать об этом. Этот маленький рассказик тоже был в этом журнале ГМП, «Глубокие мысли Пачуля». Это Вианор Панджич поехал во Францию, сопровождал очередную группу, какую-то туристов и так далее. И после возвращения он собрал коллектив, как это обычно тогда практиковалось, потому что за рубеж, да еще во Францию из Сухума, я думаю, ездили единицы тогда, собрал коллектив и начал рассказывать о том, что он видел во Франции. Вот примерно запись была такая, что вот Вианор Панджич собрал коллектив и говорит: я был в Париже, в цирке, и что я видел? Как дрессировщик положил свою голову прямо в пасту льву. Ну, тут Воронов сидит впереди и говорит: Вианор Панджич, в какую пасту? В зубную? Тут Вианор Панджич очень удивился, говорит: Юра, в зубную, а в какую же еще? Рассказ назывался «Железная логика». Ну, таких можно много вспомнить разных рассказов, очень интересных, о том, что происходило с Юрой и как происходило. Ему очень нравились, конечно, он буквально наизусть рассказывал, византийских историков пересказывал, Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского, да, о том, что происходило в Абхазии именно в VI веке, в VII веке, вот на стыке войн, ирано-византийских войн, в каком положении тогда оказалась Абхазия. Тоже она оказалась как бы между двух огней, потому что великие державы того времени, Персия и Иран, решали свои вопросы именно в этом регионе. Цибилиум оказался единственным памятником на территории Абхазии, где мы четко установили на одном кладбище, как хоронят родственники друг друга от 8 века до нашей эры до 8 века нашей эры. Единственное, через вот этот очень тяжелый нашу эру, вот этот переходной период, везде на побережье все было разрушено из-за того, что Диаскурию разгромили, там проливы все перекрывали, вот, там все было разрушено. И преемственности не удается поймать археологически. Археологически здесь удалось поймать археологически. Здесь удалось поймать археологически. И еще один объект, вот там, где Чина, там тоже. Мы только перед началом войны, последний раскоп, когда мы заложили, мы тоже поймали. Преемственность. Одно кладбище, единое кладбище, до нашей эры, Это очень важно. Владимир, все факты же, они прекрасно понимают. Да, конечно, потом я тогда напали, я же публиковал, я же за них скрывал. Вообще, это, конечно, самое, я думаю, светлое пятно вот в жизни
вот именно то время, когда мы ходили, занимались археологией, бывали в экспедициях. Лев Николаевич Соловьев, в общем-то, наш учитель, и Юрин, и мой, и многих других. Кстати говоря, вот и Вадим Бжани у него воспитывался. В том смысле, что вот, ну, тоже первые шаги в археологии делал, не без участия Льва Николаевича. То же самое об Олеге Бгашбе я могу сказать. Где-то, вот, хотя Владислав Ардзенба, он хетолог, занимается Востоком, но тоже как-то тяготел очень сильно к археологии. Вот. Льва Николаевича тоже знал. В общем, со Львом Николаевичем очень много было связано, и прежде всего это была традиция. Это была традиция вот настоящих русских интеллигентов на Кавказе. И Юра, я думаю, с доблестью продолжил эти традиции. И очень жаль, что вот с гибелью Юры завершился определенный этап, я бы даже сказал, эпоха, целая эпоха, наверное, на Кавказе. Вот таких культурных людей, как Юра. По-европейски образованных, широких, людей щедрых. Он никогда не отказывал, если там, скажем, кому-то надо было в чем-то помочь, что-то сделать. Вообще работоспособность у него была величайшая. Он мог писать и работать везде, где угодно. Даже во время войны, когда вот мы находились, вот были, скажем, в Гудаутах, да, Юра сидел и писал, я помню, там, ну, эти, знаете вы, там разрывы, там бои, все это происходило недалеко, на Гуместе. Но он сидел ночью, иной раз и там и света не было, там лампы зажигал, и, в общем-то, составлял, восстанавливал многие свои рукописи, которые погибли здесь. И человек по памяти восстанавливал, знаете, что кладбище апсилийцев, могилы апсилов. Вот на очень тонкой бумаге он все это рисовал, потом тушью, очень сосредоточенно. Я просто удивлялся, сколько Юра работал. Наверное, была память у него. Да, у него память, конечно, была удивительная. И, кстати, вот то, о чем ты говоришь, я как-то ему сказал, что неужели вот ты так в деталях все помнишь? Он говорит, ты знаешь, ну что я? Вот был такой Куфтин, археолог, говорит, в Грузии, которого, кстати говоря, тоже убили. Ну, где-то в 40-е, 50-е годы он был, в 40-е, кажется, годы. Известный довольно археолог. Не довольно, а на Кавказе очень известный археолог. Но вот у него на самом деле была гениальная память, он просто запоминал. Запоминал мгновенно все, предметы там, вооружение, в общем, то, что было связано с археологией, мгновенно как-то запоминал и мог перенести это тут же там на бумагу, сделать прекрасную иллюстрацию. Достаточно было несколько минут на все это посмотреть. Я нередко, иногда в отдельные годы по 2-3 раза приезжал в город Сухуми и всегда отдыхал, работал в семье Юрия Николаевича Воронова, его милой супруги Светланы Владимировны Вороновой. Во-первых, это был блестящий ученый, ученый-аналитик. Это был человек, который считал Абхазию своей первой родиной. Россию он считал второй родиной. Надо сказать, что Вороновы не просто оставили огромный след, скажем, в истории всего Кавказа и маленькой гордой Абхазии. Вороновы оставили огромный след в истории вообще России. Их родословная идет от 16-17 века. Вороновы были связаны с первыми романами, в частности, с Алексеем Михайловичем Романовым. Вороновы были связаны с Петром Великим. Вороновы были связаны с другими государственными деятелями российского государства. Но, в частности, прадед Юрия Николаевича Воронова, Николай Ильич Воронов, был блестящим учителем, просветителем, демократом, который в 1874 году получил 274 десятины земли и там организовал прекрасное имение, которое он поставил на службу просвещения абхазского, грузинского, армянского, русского, местных жителей. И эта народная школа в Цибельде просуществовала ровно 50 лет, до 1930 года, когда начались, так сказать, сталинские гонения на всякого рода такие народные школы. Ну и видите,
Юрий Николаевич Воронов был очень гордым человеком и свободолюбивым человеком, который считал, что маленький народ имеет право бороться за свою свободу и независимость. И так уже получилось, к нашему с вами горькому сожалению, что Юрий Николаевич Воронов отдал свою яркую жизнь во имя процветания Республики Абхазия и ее гордого независимого народа. Вспоминаю я, конечно, и поездку нашу вот в Англию совместную с Юрой. Это во время войны все было, все это произошло тогда, в апреле 1993 года. Конференция была посвящена Северному Кавказу, положению на Северном Кавказе. Вот мы выступили с докладами, Юра и я, и очень много интересного тогда и услышали, и увидели, потому что собрался там цвет кавказоведов буквально со всего мира. Я просто хочу сказать, что нам было на самом деле оказано очень большое внимание, потому что мы были не только как ученые, как ученых нас пригласили, мы выступили с сообщениями в Оксфорде, вот, в колледже Святого Антония была встреча. Это была и дипломатическая миссия, если можно так выразить. Да, это была и в некоторой степени, да, и дипломатическая миссия. Просто я хочу сказать, что впервые абхазскую депутацию принимали в парламенте Великобритании. Это факт. Да, мы побывали тогда и в Шотландии. Вот, была встреча с нашими побратимами в шотландском городе Килмарноке, побратиме Сухума. Кстати говоря, собрали определенную сумму денег на оказание гуманитарной помощи, потом переслали это все сюда. Там даже абхазский флаг наряду с другими присутствовал. Очень торжественно, очень красиво было. И, в общем-то, в честь Абхазии был оказан очень большой прием, очень торжественный, очень теплый. Очень многие вопросы тогда как-то поднимались и затрагивались вот, в британском парламенте. Очень многие депутаты, многие лорды из палаты лордов Великобритании особенно оказали вот такой очень теплый прием тогда. Я просто хочу сказать, что очень много интересного было. И, конечно, может быть, наиболее такое светлое, что ли, наиболее приятное, о чем хочется как-то всегда вспоминать, о чем хотелось бы как-то говорить, это все же время археологических раскопок. А мы жили какой-то полудревней, полусовременной жизнью, переносились там то в эпоху бронзы, то в каменный век, то в какие-то античные времена. Психологически человек как бы он растворяется вот в этой среде древней, но в то же время, понимаете, идет все пластами. Как в археологии идет все пластами, так и, видимо, и в человеке идет все пластами. Один пласт, другой, третий. Один более древний, другой более современный и так далее. И я думаю, что, конечно, вот это вот чередование, оно просто говорит о богатстве души, может быть, человека, и о том, что он в состоянии оценить то, что было, в состоянии оценить прошлое, и человек, который может всегда понять то, что происходит сегодня. А Юра это прекрасно понимал. Просто Юра, вот он останется у нас в памяти и в душе таким, каким он был, и мы его знали как не только нашего друга, как гражданина. Человека, который вот так хорошо и открыто, откровенно смеялся всегда. Да. С таким заразительным смехом, конечно, человека мне не приходилось встречать. А смех, как известно, он определяет очень многое.
века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав, затравлена в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно пьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты хотя однажды в мире, когда успеет или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуя пропастью копыт. Остановись на полдороге, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты, сует сметая, ты вспомни вечность наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила. Ты не решаешься идти, топча, как листья щитовица. Остановись, ты слеп, как птич, и самый шанс остановиться. В безумстве спешки не убить. Когда шагаешь в цели бойко, как по ступеням, по телам, остановить забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда тебя толкает слово к забвению собственной души, бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши. Останови себя вслепую, о население земли, замри, летя, и сколько буря, и бомба в воздухе замри. О, человек, чье имя свято, подняв глаза, молитвой быть, и распада и разврата. Остановись, остановись, о, человек, чье имя свято. Остановись, остановись. Вот сейчас, когда я думаю о Юрии, вот у меня такое слово всегда бывает «светлый». Вот Юра был светлым человеком, у него были светлые мысли, светлые дела, светлые какие-то желания. И второе, что Юры было много. Вот его было много вот во всем, понимаете, он был сам таким крупным, большим человеком. Он заполнял собой все пространство, где бы он ни находился. И в доме тоже. И это очень чувствовалось и мной, и всеми моими домочадцами. Бесконечные звонки по телефону, бесконечные люди. И нужные, и, можно сказать, как бы и ненужные, зашедшие на минуточку узнать о чем-то, посоветоваться, об обстановке какой-то сложившейся.
И вот у Юры на всех находилось время, он умел, знаете, выслушать человека, его услышать. Это очень хорошее качество, уметь слышать и услышать человека. И в то же время он был великолепный рассказчик. И у него был такой громкий голос, он интересно рассказывал, много любил говорить. И вот мы даже вот не думали, и в частности я, что, оказывается, настолько я живу его жизнью, что сейчас как-то вот его не стало, и вот какая-то наступила вот в доме пустота. И на улице, вот я иду по улице, мне как-то пусто. И вообще какое-то ощущение тревожной тишины. Вот во мне это живет, вот это вот мое ощущение в связи вот с его таким трагическим уходом неожиданным. Вот здесь я бы вообще вспомнить хотела бы слова Сент-Экзюпери. Вот у него есть такая фраза: «Любить друг друга – это смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении». Вот мне кажется, что в этом плане наша жизнь с Юрой удалась. Потому что когда мы с Юрой вообще познакомились, он уже был сформировавшейся личностью, у него были четкие планы на будущее, такие, в общем, такой же был человек установившийся. И я могу сказать, что я во многом формировалась под его положительным влиянием. Я могу сказать, что я стала разбираться в археологии. Но это такая романтичная действительно профессия, что трудно ею не увлечься. Я стала знать какие-то археологические термины, я стала лучше и правильнее узнала историю Абхазии. Но я могу сказать еще и другое, что я часто не принимала все выводы Юры буквально так вот, как скажет он. Я говорила: ну докажи мне, что ты прав действительно, что это так. И вот Юра доставал мне книги других ученых и говорил: вот ты посмотри, вот даже грузинский ученый, он пишет сегодня вот так, посмотри, 10 лет назад он же пишет одно, а 20 лет назад он писал другое. То есть эти ученые, в зависимости от политической ситуации, они меняли свое мнение. Юра этого не делал. И вот, когда я сравнивала все это, действительно, и в свое время они говорили даже то, что говорит Юра сегодня. Потом они это забыли, сделали вид, что забыли. И вот таким образом я могу сказать, что я действительно познакомилась очень близко и с историей Абхазии, вообще с историей других стран. И вообще стала хоть поверхностно, может быть, но разбираться во многих вопросах. Рукописи книг, которые он не успел издать, они фактически готовы к публикации. Вот 4 книги вот сейчас, они уже почти, их можно уже выпустить, издать. Вот его мечта была издать «Северное Причерноморье в Железном веке», вот эту вот работу. И, видимо, это бы он осуществил. «Могилы Апсилов» — это ценнейший археологический материал из раскопок, которое почти все уже утеряно. Это фактическая история Абхазии. И это очень ценная работа, я думаю, для потомков, она очень нужная. Она готова полностью, только ждет своего издателя. Очень интересная, популярная книга «Аргонавты выходят на берег». Это интересная история этой книги. Она должна была быть опубликована еще в 1987 году. Но по специальному распоряжению Суслова эту книгу, еще вторую книгу «Колхида на рубеже Средневековья», которую я до сих пор не нашла, она находится в каком-то издательстве. Ее запретили по, значит, звонку из Тбилиси, что теперь все книги Воронова должны проходить специальную, так сказать, комиссию в Тбилиси. И только после этого их можно печатать в Москве. И так эти книги и не вышли. Одна вот находится здесь, а вторая где-то гуляет в Москве. Надо, значит, еще найти.
И еще одна книга тоже готова. Это вообще большая монография. 21 печатный лист. Более 500 страниц на машинке отпечатанных. Это книга «Древняя Апсилия». Это очень интересный труд. 2 экземпляра этой книги были сожжены во время войны грузинскими завоевателями. И один чудом уцелел. И Юра был очень счастлив, что этот один экземпляр уцелел. Мне удалось общаться, говорить, пожимать руки, заглядывать в глаза множеству политиков. Было все равно, я разговаривал со всеми, я выполнял свою работу, как получалось. По ощущениям моей семьи так же неистово и самоотверженно, как ты отпал в древностях и книгах, брал перевалы и вершины. Текучка заедала, давила нужда, а душа рвалась к творчеству. Писал Юрий Николаевич в книжке «Боль моя Абхазия», как бы подытоживая определенный этап своей общественно-политической и научной деятельности. И в этих строках, воспринимающихся сегодня уже как исповедь, присутствует чувство обреченности. «Боль моя Абхазия», так назвал Юрий Николаевич свою последнюю книжку. Но судьба распорядилась таким образом, что вскоре после выхода в свет этого сборника ему самому суждено было стать нестихающей болью в душе своего народа, болью, бередящей еще не зажившие раны родной до слез земли. Но бандитская пуля, прервавшая биение сердца выдающегося ученого, не смогла прервать движение его мыслей, работавших на большую перспективу, опережая время и события. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца.